Всем привет! Это километры путешествий. Мы поехали в путешествие. Поехали. Мы сегодня втроем. Втроем. Поехали. С нами едет еще Рома. Привет! Приветствую. Что? Мы готовы цепляться. Проверка. Все? Все хорошо? Да. Как мы задом ездим, покатили. Здорово. Ну, добрый путь. Да, вот такие пробки у нас. Мы решили поехать по объездной. Якутской кольцевой автомобильной дороги. Все с работы едут. Смотри, откуда, да, тянется. Ну, они сейчас еще набьются. Ну, короче, на же день перед Исехом еще все. Да. Сегодня сколько туда, в сторону Жатая, ехали эти доски, ОСИ-панели, баннеры. Ну, видимо, она делает себе палатки там, беседки. Капец, конечно, мы по таким дорогам. Рычаг раз за это, и он прижал его. Поехали по Или космонавтам. с лебедочкой так раз крутил. Мне кажется, лучше с лебедочкой. Улица Жирницкого. Ой, Пионерская, где, говорит, я подумала, что там дальше Жирницкого, и все, у меня уже перекрыло. Это все так, космонавтов с прогнутыми домами. Ну, этот как будто бы даже не жилой уже. Нет, на втором этаже жилой, на первом, по-моему, да? Стеклопакет даже стоит со шторками. Ой, неужели здесь люди живут? Кошмар. Да уж. Здесь какая-то же больница была, да? Раньше когда-то. Наркология же была. Наркология. Ну, когда-то и здесь застроятся, потому что все равно приближаются эти стройки многоэтажные. Квартал потихоньку расстраивается. Вот наша окружная дорога хорошая. Кто давно не был в Якутске, в последнее время она была разбитая. До этого была вообще самая чудесная дорога в городе, наверное. Здесь, кто помнит, раньше были 3 волны такие. Громче. Я на них переворачивался с пацаном. Ужас. Нас раскачало и выкинуло. Ты сейчас хорошо подумал, что сказал? Нет. Твоя мама будет смотреть это видео. Мама, прости. Мама знает, что я творил. Вот на этом повороте они были. Качки. Нет, стойки были мертвые. Ну, нас раскачало. Андрюха не удержал руль и улетели. Какой красивый домик стоит. Юйское кольцо. Мы прям поедем или направо? А зачем? Ну, через ДСК уедем, меньше пробок. Через птичку сейчас и все. Понято, принято.
Тоже там Винокурова уже построили написано. шикарные. Не знаю, какого хрена она здесь Винокурова. Эти дома, наверное, Винокурова. Че Вот говоришь? такие вот дырки у нас Дома, на да, дороге. такие везде построили. Только цвет какой-то непонятный. Да, почему-то цвет какой-то Серый уродский. такой. Почему сейчас все дома стали черные и серые делать? Дешевле материал, что ли, или что? Ну, есть, конечно, белые, там вот на Чернышевке или где-то там, да? На Ковровом центре. Белые домики стоят красивые. А здесь вот цветные какие-то. Пожалуйста, улица. Это Билибина все-таки, да? Билибина. Да, Билибина 2. Очень много новых домов. Может, надо было подождать? Сколько можно будет их ждать? Он не сильно красный. Ой, мама посмотрит. Главное, чтобы камеры не было. Вот новые дома. Говновозка где-то едет. Антон. Торговый дом Киприна, видишь? Слушай, так интересно, блин, иногда кажется, как будто в чужом городе. Вот этих вот не было бы по бокам заборов всяких досафовских или какие они там. Кто это брянькает? А ты почему не пикаешь? Может, цеплял? А ты поставил на место, да? Это? Угу. Ты, говорит, почему не пикаешь? Пи-пи. Это что, не центральная дорога, что ли? Здесь поворачиваешь? Почему? А, там вообще какие-то знаки стоят. Поворот, главная дорога, там прилегающая. Это улица Билибина. Двухэтажки обшитые. Но они уже, правда, давненько обшитые, да? Ну, у них еще, смотри, заваленки есть. И вроде бы как они не в земле хотя бы. Ну да, кстати, здесь, по-моему, самые нормальные двухэтажки. Вот это в земле. Это вообще высокая, смотри. Но кривая. Рома, пиво поставил? Куда? Холодильник. Багажник. Забыл. Ты же не пьешь пиво. Вы же кваску хотели купить. Где? Просто здесь мы еще ни разу не ездили. Я снимаю. Люди просят. Говорят, вот, мой дом проехали. Или наоборот, блин, хотел на свой дом посмотреть, а вы выключили камеру в этот момент. Вернитесь обратно. Вернитесь обратно, ну. А мы же так прямо кому-то же снимали, да? Ну ты же просила. А, из Омска, да, Оксане, да? друзьям. Они жили на Пилотов или какая там улица, да? Пилотов же. И мы там проезжали, что-то мимо я сняла, а их дом не сняла. И вот потом специально поехали, Птичка же, может, налево. стали снимать их дом.
Да, налево, наверное. А это уже Сергеляхское шоссе, да? Впереди. Мгм. Сергеляхское шоссе. Где раньше все пионерские лагеря были. Сейчас везде частный сектор. Боже мой, ребенок идет, блин. Здесь вот реально ходить-то негде. Здесь вот ботанический сад. Что это? Гостиница, что ли, какая-то? Какие дома классные есть. Богатые. Ну, здесь же говорят, Якутская Рублевка. Якутская Рублевка, мне кажется, там. Где на Тимофея Бутакова. Ну и здесь, на Сергеляхе. Здесь тоже, да. Хорошо, что мы не на Якутской Рублевке живем. Радар на 20. Готовь спину. А тут, кстати, вот сейчас и не видно, какая-то детская дача была, на которой я работала от детского сада. Ее и близко даже уже нету. Там, наверное, все снесли и построили какие-нибудь частные дома. Тут вот коррекционные школы детские. Для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Школа-интернат. Вот это вот озерко. И вот возле этого озерка была где-то дача детская. От какого детского сада я не помню. Ты видишь, везде лес уже все заросло. Ничего непонятно. Тут на птицефабрику, чтобы повернуть, тоже реверсивное движение. Он какой регулятор стоит. Ну он же не регулировщик, а регулятор. Езжай, говорит, туда. Туда можно. А эти нельзя, подожди. Что, пришла наша очередь ехать. Регулировщик сидит. А, регулятор. Вот такой мне нужен тракторик срочно. Вот такой. А вон еще один стоит. Вот они кайфуют, стоят. В игрушки поиграть. Ой, обвалилось все. Новая дорога уже обвалилась, да? Почему ты туда не ушел? Потому что здесь дорога лучше. Это птицефабрика. Микрорайон птицефабрика. Здесь вот этот вот старый торговый центр, как-то он там назывался-то. Факел, не факел, как его звали, ты не помнишь? Факел, по-моему, там на этом были,
в Архе. А здесь вот фирменный магазин. Классный. Птицефабрика, дом 6. Мне кажется, он один тут. Или еще 8 есть. КПДшка. Вот там даже номера уже не видно на нем. Какой-то подъемный кран привезли. Что-то тоже строить будут, видать. И вот такая хорошая объездная дорога на Покровский тракт. Через Птицевод же, да? Или как? Да. Птицевод, Звездный. Поехали дальше. Улица Студенческая. Сколько тут машин птицефабричных. Тут всегда эта дорога была, да? Да, но она была каменная и в пыли вся. Вот зимой по ней хорошо было ездить. Еще фекальщики заливали ее своим говнецом. А, да. Ну, Я просто пока Плохо держали. Звездный не построили, я не знала, что тут вообще дорога существует. не, знаю, мы же с тобой А вот это когда- что, птицефабрика? Какие-то эти стоят. Не знаю, старая запружка. Ну, старая птицефабрика, наверное, Наверное, какая-то. может. Похоже, что там какие-то Вентиляция, да, соответствует. кого-то там держали в этих хатонах. Или как они там называются. Курятника. Ну, как-то курятник принято понимать такой небольшой, а тут что-то такое большое. Что-то дорога-то умерла, блин, перехвалили. Ну, все равно лучше, чем через город. По-моему, нам туда надо было на Птицевод уходить. Зачем? И чтобы сразу на Покровский выйти по хорошей дороге. А мы сейчас куда идем? На ДСК? На ДСК. Нет, нам на ДСК бы не надо было. Через 3 лимона бы вышло. Да, там хорошая дорога. Я уже себе проложил маршрут, так что. Да? Маршрут построен. Так можно сделать маршрут перестроен. Так, это вот микрорайон Звездный начинается. На ДСК новый микрорайон. Это, по всей видимости, школа. Нет, наверное, не школа, это спортивный какой-то центр, по-моему. Школа номер 40. А, да? Имени Ничего себе. Николаева. Имени Николаева. Крутая, огромная такая. Ну, Но, видимо, в планах, скорее всего, тут дальше застраиваться, поэтому и школа большая. А там вот яркие домики, отсюда уже не видно. Сами звездные домики. Это Воинская. Воинская 9, как сейчас помню. Какое-то старое уже здание. отсыпали подстройку, видимо. Все уже развалилось.
развалилось там. Это не воинская часть? По-моему, воинская часть. Там вон радары-то эти стоят, нет? Может, из воинской части. Космические войска, или как она там называлась-то? Здесь даже Это, по-моему, торговый центр Имиян, да, или нет? Я даже не знаю. Или вот тут дальше Имиян. Хрен его знает. Черт его знает. То есть. У нас все идет ковырять. Чё не снято? Вот это тоже же школа. Тоже школа? Да, что у них так много школ-то тут? Учение свет. Ну вот, короче, можно было проехать через птицевод, но Антон решил вас прокатить по всему ДСК. Все, кто соскучился, смотрите, пожалуйста. Сейчас мы выехали. Это какая улица? Наверное, Красильникова, нет? Почему это же все автодорожное идет? Это автодорожная? Да. Ну, А, говорю, фу, блин, а при чем тут Николаева. Красильникова-то? Ну, я что-то Проспект Николаева. или как он перепутала. там? Да, сейчас автодорожная улица называется проспект Михаила Николаева. Нашего первого президента, в честь нашего первого президента. Здесь Покровское кольцо. Мы уходим на Покровский тракт. Покровское шоссе оно называется. Покровское шоссе называется, не тракт? Вы кваску где хотели купить? Там, кстати, на Лимонах, там, наверное, вся стоянка занята. Рома, ты где кваску хотел купить? Не знаю, попадется. Ну ты остановись, где попадется. Хорошо. Мы раньше с Таней, когда за грибами ездили, там на бывшие старые заправки, этой разбитой, стояли вот эти, из бочек продавали квас. Так а сейчас я вообще их не вижу. А, кстати, я тоже Не что-то ни видел. разу не видела. Один раз в парке видел и все, и совсем другие. А, да? Я даже в парке не была. Вот 40 лет Победы. Это здесь. Тоже кто-то что-то себе строить будет. Ремонтируют, что ли? А мы во сколько выехали? В 2:30 где-то. Полчаса уже терепаемся. Нормально, полчаса. По городу бы мы час бы, наверное, больше телепались. Ай. Магазин «Три лимона». Здесь же чего только нет. Бристоль, Пиворуб. Стоянки нет. Старый пост ГАИ. О, квасок точно. Лимонадик. Сейчас берем. Бочку. Да, пару пузырьков можно уже. Бочку. Бочку. Бывший, старый, какой он там, пост ГАИ. Ну, здесь я уже показывала 2 года назад, да? 3. Каждый год так мы здесь не ездили, 100 лет уже. Здесь вот так сделали Покровское шоссе, это, да? Точно шоссе? Или уже тракт? Шоссе. Это поворот на Хатасы. Сейчас еще покажу, там строят школу музыки, новое здание. Тут уже все дачами позастроили, и даже не только дачами, а домами жилыми. Частный сектор. Здесь вот где-то есть пионерский лагерь.
Ну, раньше пионерский, сейчас лагерь отдыха, наверное. Энергетик, Радуга. Сейчас все так отгородили. Детский лагерь Радуга. А где Энергетик? Там же где-то возле Радуги же прямо, да, вместе. Помню, сколько лет в этом Энергетике было проведено. Детский лагерь Родник. Сколько у тебя ходов было? Ой, у меня много было. Я потом еще и работала там. Несколько лет подряд тоже. Вертухаем. Когда в училище училась. Гражданин начальник. Так, вот там вот строят высшую школу музыки. Вот это вот маленькие коттеджики, в которых детки жили. А сейчас там вот огромное здание. Антон. Не видно за деревьями в лесу. Да. Скрыли от глаз людских. А чё небо-то какое-то невеселое? Это Владимировка. Тут ничего не меняется. Все как есть, как и было. По-моему, только магазин закрылся. Да. Продажа, обмен стоит. А остальное все на месте. Так, здесь будут дорогу ремонтировать и расширять. Вот уже полотно подготовили. И сюда завозят материалы для ремонта дороги. Машины стоят. По-моему, где-то я еще видела цементный завод какой-то. Здесь же, дальше. Вот он, да, все вижу. Вот он за этими кучами. Что тут щебня-то навезли? Гламурный. Достаточно гламурный, да. Так что скоро здесь будет хорошая дорога. Трубы уложили. А пока вот такая пылюка. И сейчас в гору, когда будем подниматься, там тоже сломанная дорога. И дождик нам совсем ни к чему пошел. Здесь, ладно, пусть пыль прибьет. А дальше нам не надо. Что у нас там по прогнозам-то Там было? солнышко, вон, видишь, за горой. Так нам-то туда. Там вот так. Здесь вот налево поворот на Табагу. Автобус 101 Табагинский. А направо поворот на Покровск. Тянет к нашу жизнь из винтажных кино. В твоей рубашке падут. Мы говорили так круто. Зачем идти потом? Когда твой голос слышу, и одиночество так сносит. Где швои на твой серебристый Остановились на Техтюре. Проверить. Все крепко, все держится. Что, ты дальше едешь? Я еду. Лось. Побежали, девочки, побежали. Дружно так. Куда бежим? Еще такие одинаковые. В одинаковых платьях. На дискотеку сегодня пятница же. Да какие классные эти деревца. Что классное? Деревца. Тут вообще лес вот отсюда начинается классный. До туда мы уже привыкли к нему. А здесь какой-то, мне кажется, необычный такой лес.
Чем дальше, тем красивее. Тут поляны такие зеленые. Шиповник, надо же, много как. Красота. Так, здесь перед селом, ой, делают дорогу. Асфальт уже положили. Диапазон К. Подъезжаем к Покровску. Смена на 60. Там реку уже видно. Контроль снижен. Тукулан видно уже. А помнишь, мы раньше говорили Тулукан? Много лет говорили Тулуканы, Тулуканы. И все, главное, так говорили, пока не прочитали, что они Тукуланы называются. Тукуланы — это песчаные горы, на которых растут сосны. Вот их видно сейчас, светятся там. Эй, так, ну что, не прошло и полгода, мы приехали в Булгуняхтах. У нас было много остановок, мы работали по пути. Нам нужен был интернет. Вон они, те самые Тукуланы. Сейчас мы будем спускаться сюда под дорогу. Поворот, конечно, такой интересный. Да, я не поверну сейчас слева. Развернуться. Там, где мы обычно разворачиваемся. Туда дорога дальше на Иланку уходит, да? Или нет? Да, на Титары и Ланку. Какие у них тут камни. Да, точно, это белый танкер. Коса вон вышла какая-то. Ну, шла коса на камень. Чисто. Вот это большая. Вода большая, но вода падает. Видите, уже. А ведь что ты говоришь, что вторая волна идет? Ну, возможно. Много машин. Блядь, машину-то надо поставить повыше. Происходит расчехление нашего судна. Там народ тоже расчехляется. Все собираются куда-то ехать. Тут расчехляются. Везде. Какие хорошие штучки, закорючки. Ну-ка, Рома, покажи.
как она выглядит. Замечательная резиночка. Такая бух-бух на шарик. Только хрен развяжешь, да? Ну, зовут. А? Я аккуратненько завязал. Он Аккурат. как завяжет. Ну, Антон-то, ага, любит. Чтобы наверняка. Чтобы потом помучились. Так, ну что у нас? Тут все хорошо. Без пыли. Да? Прямо даже тент не пыльный, да? Ну, моторе так Вообще чуть-чуть прям. есть. Вообще замечательно. Чудесная штучка. Ладно, буду тоже помогать. Маме, покажи, как ты это делаешь. К стоматологу ходил? Угу. Зубки хорошие? Угу. Здорово, ребята! Будущее там дальше. А хер его знает. Вот здесь, наверное, вот же. Это частная другая территория. А, да? А, да? Тут никто за вашу технику никто ответственности не А, спасибо. Понятно, спасибо большое. Будущее там дальше. Спасибо Спасибо. большое. Ну все, приступаем к спуску. Судно на воду. Борта подкачали. Да сейчас успеем. Красота. А где музыка? Пошла загрузка. Еще одна бутылка. Бутылка или это? Кира. Тега. А еще тогда где? Вон там лежит. Под рюкзаком. Сколько у нас кек? 4. Получается 120 литров и в баке еще, да? Сколько? 27 литров кега. Они почему-то у меня маленькие. А, И 65 бак. 65 в баке. Всё запаковали. Жилеты всем? Всем. Так, спиннинг, а? Спиннинги туда в салон положим по бокам. Вот здесь по бокам. Он поехал угонять машину на стоянку. Что, друзья, начинаем наше маленькое путешествие. Отходим от Булганихтаха.
вообще за тряпочка у нас тут? Полотенце какое-то. Сейчас переходим реку Лену. Вот туда едем. Традиционно перекус на ходу. Вот с такой красотой. Кордон Усть-Буатама. Здесь мы должны отметиться. И на обратном пути тоже должны отметиться, когда будем выезжать. Ну все, покатили, ребята. Антон решил мотор подрегулировать, поднять повыше. Что будете делать, доктор? Мотор пониже и повыше. Посмотрим сейчас. Или повыше, или пониже. Доктор пока сам не знает, что вырезать. Аппендицит или гланды. Но что-то сделает. Не яйца. Не яйца. Ассистент одевает болотники. Скальпель сказали. Скальпель сказали доставать. Хреново отрегулировали. Регулируем по новой. Теперь вот эту вот серединку надо поймать. Серединку поймать надо. Все сломали. Все, вытащил? Да. Опять камней было? 5 камней было, говорит. Заработала? Вот эти пальчиком. Раз. Ура! Заработала! Кайф. Чё? Полетела. Полетела? Молодцы!
Там впереди видно кордон еще один. Сплавщики собираются. На нем мы тоже должны встать и отметиться, остановиться. Как это называется? 35-й километр? 34-й километр. Они, получается, оттуда с земли попадают сюда на реку. Пешком идут 6 или 7 километров. 12. Нет, 6 или 7. 12. Мы как-то ездили в 19 году на сплав, было круто. Нас на пароме переправляли, на автобусе, потом довозили до кафешки какой-то там на федеральной трассе. И уже с федеральной трассы мы через лес по дороге шли пешком, а наши вещи везли на уазиках. Здесь мы собирали катамараны и сплавлялись, останавливались, вот как те предыдущие сплавщики. Ну, было весело, такая команда у нас веселая попалась. Ну, и не только у нас, и другие команды были классные. Вот им, видимо, инструктаж сейчас проводят, все стоят ровненько спиной. Говорят, как веслом грести. Ага, точно показывают. Ну, как всегда, в основном одни девчонки. Мальчишек мало. А, ну нет, почти поровну, по-моему, да? Когда вы заходите в палатку, когда поставите палатку, мой вам совет, просто-напросто посмотрите сзади. Клещи в Якутии появились очень много, рассказывают. Что делать, если вы увидели клеща? Разводить костер только на каменных. Вот, Такой чудесный инструктаж, здравствуйте. Я говорю, сколько ездим, первый раз такого Да. как, надо же все-таки проводить. Если мы приедем на Кавказ и пойдем где-нибудь в горы, обязательно будет проводиться? Конечно. Да. У тебя бумаги с собой? Конечно. Это телерадиосеть, ребята, поехала отдыхать. Молодцы. Смотрите, какой культурный выезд у них. 25 лет так отмечают. Супер. Ты что, опять со мной проедешь? Инструктаж проводят, как будут управлять. То есть поворачивать, как нужно управлять Табань, катамараном. когда я буду говорить, да? Это правый буду выступать. Это значит наоборот тормозить. То есть вот этой толкать, а это тянуть. А завтра мы поменяемся местами, чтобы руки равномерно были напряжены. Пришлось одеться. Рома тоже оделся. Один ехал. Вот здесь мы в прошлый раз лося видели. Маленького. Ну, такого подростка. Он здесь живет, видимо, тут тропа такая была прямо натоптана. Запах вообще просто не передать словами. Едешь, пахнет всем, чем только можно.
и можжевельником, и сосной, и елью, и березой. Прям как будто чай вечерний какой-то заварили в баньке. Вот вообще 10 часов вечера, 21:50. И так светло. Белые ночи наши якутские. Вот это хорошо, что мы такие едем и не торопимся до темноты успеть. Первый самый раз, когда мы сюда поехали, мы приехали уже по темноте. Сейчас вот будет берег, как раз мы на него встали. Ну, уже такой сумрак, не темнота полная, но сумрак. Пока палатки разложили, пока костер разожгли, уже хоть глаз выколи. Это было, наверное, где-нибудь в августе, скорее всего. А сегодня у нас 19 июня. Мы выехали поздно, потому что работали все, рабочий день, пятница. Выехали после работы. И вот получается сейчас 10 вечера. Ну и нам еще где-то примерно около часа ехать. Покажу, когда приедем, как будет светло. Ну, в горах обычно темнее. Туда, куда мы планируем остановиться, там, где мы планируем остановиться, там будет большая гора, которая заслоняет собой весь свет. Ну, посмотрим, как оно будет. Коротко о погоде. Время 23:15. Мы проезжаем Ласточкино гнездо. На самом деле уже как бы, ну, темновато. Но камера не передает темноту эту. Нам светло, нам все видно, слава богу. Вот оно, это Ласточкино гнездо. Там стоят лодки. Кто-то, видимо, там остановился. Аж 2 лодки приехали. Все стараются туда приехать, потому что там есть домики, там есть где ночевать. Мы однажды были, когда еще всех этих гостевых домиков не было. Был домик только для работников, для охранников, или как они там правильно называются. Мы там переночевали, спасибо. Просохли, потому что мы попали под страшный дождь, под ливень. А сейчас мы едем на свое любимое место. И очень надеемся, что там никого не будет. Всегда здесь проезжали. Надо было вон туда уйти, я, видишь, не успел вывернуть. Ну, там елка, да, она. Сюда столкнуться просто. Так. Ну, наряжайте сапоги, у меня нету сапогей. Приехали вот так вот мы. Угу. О, мы со вспышкой работаем. Давайте работать без вспышки. Сейчас мы будем съезжать с этой мели. Короче говоря, ой, вот из-за этой елки, ой, смотри-ка, видно ее. Мы
Налетели на мель. Потому что на самом деле не хотелось бы головой, там, лицом по этим веткам биться. Угу. Летят сюда. Летят, тоже не видят. Угу. Главное, чтобы в нас не влетели. Вытолкнули. Ага. Увидели? Ну, под елкой, да, как бы. Ну-ка посмотрим, как они проедут. У-ху! Нормально все? Слава Богу. Ну нормально. Что, влипли? Под елкой не проехали. Попробуем туда ее, чтобы главное не засосать. А, блядь, спилим ее утром. Вот еще надо туда ехать. Да, чуть-чуть туда, потом мне надо будет сесть. Ты смотри, там глубоко уже будет. А ты меня толкнешь, чтобы я потом завис. Да я говорю, потому что Главное, меня одну не отпускайте. Вот теперь держать меня надо до последнего, пока я чуть-чуть отпущу мотор. Так, осторожно. они на наше место стали. Не, не на наше, на предыдущее. Все? Давай, пробуй. Вот что бы ты без Романа делал, блин, со мной? Блядь, там камни, пригибайся. Пригибайся. Ни хрена себе. Поедем по другой дороге, сказал Антон. Раньше мы на этом месте стояли, ну примерно на этом, вот здесь стояли. Хорошо здесь продувается. В июле, когда в августе мошка, ветерок дует, продувается, более-менее нормально. А сейчас пока еще мошки нет.
От комаров более-менее можно избавиться. Поэтому мы едем на свой островок. Не знаю, сейчас посмотрим, что да как. Может быть, и он занят. Тогда придется дальше ехать. Так, но наш остров свободный. Нормально. Что говоришь? Нормально говорю. Высокий, чистенький, свободный. Дрова только придется съездить, порубить где-нибудь. Все, приехали мы на место. В горах темновато, но все равно светло, все видно. Не так, как на югах. Смотрите, время 00:10. Вот у нас шатер стоит. Мы уже там плитку завели. Сейчас сварим гречку с тушенкой. В принципе, светло. Вот эта вот гора просто темноту дает. А так все видно. А я за водичкой. Водичка светленькая, чистенькая. Чайник поставили уже. Я просто набрать воды, чтобы там, если что-то сполоснуть. У нас тушеночка с лучком зажаривается. Антон Геннадьевич отдыхает. Роман Батрудинович чаек пьет. С лимончиком. С лимончиком. Тут гречечка варится. Не буду открывать, иначе сейчас паром жахнет. Сейчас вкусняшка будет. Вовремя мы успели. Шатер поставили. Мы только приехали, шатер кинули, и дождь как полил. Замечательно, все успели занести. Даже вот немножко у нас раскладушки подкапались. Но ничего страшного. Сейчас будем ужинать. Время 12, ну, 12 уже больше же, 12:30, наверное, да? Да. Угу. 34. Сейчас будем ужинать. Вот такая красота. Вот мышь, но на нее ничего не ловится. Шатер наш стоит красивый, светится. Время 2 часа ночи. Туман на реке. Здесь, в принципе, на этом месте никогда ничего не ловилось. Здесь место для стоянки хорошее, просматриваемое. Что, ну, вроде как будто бы никакого дикого зверя не ожидаешь. Поэтому рыбачить будем завтра, посмотрим. Тихо. Тихо говорю, блин. Ну-ка. Это что за детский сад? Я хочу снять, как птички шевелятся. Шевелится? Тихо. Слышите, как они заливаются? И кукушки, и макушки, блин. Время 3 час ночи. Ух ты, блин, а мы еще не спим сюда. Укладывайся, малыш. Они приедут, тебя разбудят, проснешься. Они-то поспали, блин. Тихо. Ух ты, рыба плещется. Рыба плещется. Прямо здесь. А может, лягушки. Время 2 часа ночи. 2:10 где-то. 2:08, 2:10. Смотри, как птицы заливаются. И как светло стало. Стемнело буквально
на час, на полчаса. Красота. Отсняла настолько много материала, что фильм пришлось разбить на 2 серии. Но тем лучше. 2 субботы, получается, у нас уже заняты просмотром. Вам всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на нас. До новых встреч!